касается вопроса развития на сегодняшнее большое количество граждан Таджикистана в нормальное русло вести наших граждан, надо ввести объединение вокруг из несколько пунктов, или название будет, или надо объединиться всем. Не надо там говорить, подпишем бумагу между двумя, или Хайотинак, или Караматом Шарипом. Не надо подписать ничего. А надо создать ядро, которое центральное ядро, оно единое. Надо, решено, да, 2 миллиона таджиков, есть у нас информационный портал, у нас есть сайты и газеты, у нас есть помещения. Что мы можем сегодня сделать? И другие пускай свои это предлагают. Это создание, соответственно, единое пространство, как говорит, сегодня для того, чтобы Россию уважали по всему миру, это будет. Создается евроазиатский с помощью инициатора выступая Назарбаев. Для таджиков спасение это создание Народного фронта. Я вчера тоже думал, создание Народного фронта в России, туда все войдут. В том числе будут предложены и Кабири, и Зуиров. Все таджики объединяются в России, к ним идут все Германии, идут с Таджикистана и объединяются. Они проводят свои съезды, конференции, выбирают свои лидеры сразу после этого. Мы должны быть мудрыми людьми, мы более хорошим путем. Проводим в России свои съезды, проводим свои конференции, доверие, недоверие к нынешней власти. Но дело должны люди постарше, по 40 лет, по 50 лет. А молодежь, как их первоначально, как и ты, обучали. Поэтому их мнение необходимо для этого. Поэтому, что касается решения всех этих вопросов, создания если Народного фронта или единая организация «Мы, дети твои Таджикистан», вот туда все войдут. Пожалуйста, завтра, послезавтра, когда хотите, собирайтесь. Я готов после 7 любое время с вами общаться, до 7 рабочих дней. Народ приходит по 120 человек, собираться, создавайте платформу первоначальную. У вас даже должны быть, это есть люди, которые могут соображать, юридически правильно. Платформа, правильные пути как. Человек идет. Последующее, это же название должно уходить Таджикистан. Это же название уходит Таджикистан. То, что будет в России. Его зарегистрировать через Минюс как официальный партию. Я считаю, пускай он будет кем. Но партию, как Народный фронт при Путине был, его создали, все равно Путин руководил. Он же является лидером Единой партии России. Если в Таджикистане будет партия, даже пускай председателя не трогает пастух, желающий идти, и не надо бояться, самое главное. Пускай попробует, говорю, хоть одному таджику домой, вот завтра приходит, послезавтра, скажет, Карамат Шарипов, мы вот здесь были у вас, мы вот такие-то люди, мы создаем свои обширные организации, объединенную. Вот мы ничего не сделали, кроме работы, отправить Таджикистан деньги, кормить, наших братьев, сестров закрывать. Я вам гарантию дам, если этот человек не виновен, более 50-60 тысяч граждан выйдет на улицу. А как это делать, то нет проблем. И будут требовать освобождать этих людей. Я уверен, что сегодняшний Таджикистан это более современный Таджикистан, более демократичный. На таких начал пакости не будет идти. И вас просто пугают другие люди. Я знаю, какие уголовные дела сегодня открыты по отношению к нашим гражданам из Таджикистана за пределами Интерпола. Я знаю. Кого ищет? Давайте по пальцам посчитаем. Ну кого ищет? Пускай приходит Карамат Шарипов. Я вот так. Вот вы создали, благодаря вас или благодаря своей присутствию сегодняшней, вы создали объединение всех таджиков в России. В том числе ваша организация, тем более единственная организация, вошел в этот состав. Я войду. Я запланировал будет много там, допустим, и проведение культурных мероприятий, и, соответственно, проведение съездов. Именно в первую очередь выбор лидера в ближайшее время, допустим, за месяц, мы должны выбрать после Рамазана лидеров. Должны прийти из Ростова, из Дальнего Востока вашего, из Таджикистана, где должна провести съезд. Россия нам дает место. Везде, поэтому я готов. Вот товарищ говорит, задал вопрос, Ибрагим, правильно? Да. Вы говорите о создать какую-нибудь партию и зарегистрировать какую-нибудь, и пускай зарегистрирует, оставим в Таджикистане, пускай зарегистрирует в Таджикистане партию, да? Мы знаем, что сегодняшний режим никогда не зарегистрирует неудобных партий. Понимаете, да, о чем я? Да. Так вот, и второй вопрос такой, да? Говорите, вот сейчас вы сами вот это самое делаете, других оппозиционных лидеров критикуете, чтобы они не объединяться. Нет, я не говорю. Ну, вот так намекаете на это. Нет, я не говорю. Вы говорите, пусть будет этот пастух, но пастух не может быть лидером, потому что мы одного пастуха уже поставили, мы знаем, что происходит в Таджикистане. Внимательно слушай, о чем я говорю. Может быть, я не так. Я о том говорю, что сегодняшний Таджикистан
буду настаивать к тому, что подобие лидера, как здесь в России есть, они не приветствуют. Ни Карамат Шарипова, ни Умара Кувата, ни Дуду Турбулеева, ни Абдулла Давлатова, ни Изаат Амура. Давайте мы поставим любого пастуха. Пастух тоже профессия. Что мне говорите? Это он мигрант, он был здесь. Вы еще думаете, Координационный совет при общероссийском движении не были здесь других лидеров? И здесь был Абдулла Давлатов, здесь был Хоким Хабатов. А что не ушли? Вопрос. Если я говорю об исламе, и Хоким Хабатов говорит, что нет пророка на земле, как Мухаммада, пускай мне другой человек скажет, как его оставить здесь? Вот 22 года, чтобы ничего не изменяется, не меняется. Вот 2 недели назад я был в Душанбе. Вот до президентских выборов люди, когда бежали оттуда 2 ногами, сейчас бегают оттуда с руками и ногами. Мы все научились в одном. Я сегодня хочу корневым образом изменить, в первую очередь, политическую структуру Таджикистана. Это моя мечта. Какого политического? Хотя бы не внешнего, а внутреннего. С внешним я с ним согласен. Надо летать, показать, танцы показывать. Но внутренняя политика – это клановая система. Внутри государства Таджикистана вы знаете прекрасно, что когда человек начинает заниматься мелким бизнесом, за него вечером приходит, забирает его бизнес. Что произошло с таджиками? Вы понимаете, что с таджиками произошло в Таджикистане? Это то, что произошло в Турции с курдами. Я вам говорю сегодня, ни в одном этой системе, где господин, как хотите его называть, Бек Сабуричев, в Таджикистане министром, не работает ни один таджик. С 3 образованиями не работает. Он там давно своих там родственников привел. Вся система в руках у них находится. Так посмотрите, когда Саддам Хусейн урвал будет, берите его город, его родственники были, его сыновья были. Возьмите, далеко не ходить, Киргизию берите, который в Беларуси сейчас спрятался Бакиев. Его сын руководил монополией. Давайте далеко не ходим, возьмем Януковича, его сын позавчера на 5 миллиардов там, закрыли его там долларов. Если мы идем к власти, и нам сказали, что вы должны быть рабом собственного государства, и не происходит извинений, мы сами это видим, что путем только воинов, это есть, да, когда вот сильный уже кризис экономический, это война. Война неизбежна в Таджикистане. Но многие нам говорят, что вот эта война может привести к хаосу. Но не забывайте об одном. Здесь есть дети, которым 20 лет или 25-20, он войну вообще не видел. Он не имел представления в Таджикистане 23 года назад о войне, если ему сегодня 23 года. Значит 30 лет, потому что он был маленький. А тем, кому было тогда 40-60, они умерли. Не помнят все об этом войне. Многие не помнят, так и Великая Отечественная не помнят. Поэтому войны приближаются к Таджикистану. Вот какая война? И что мы с этими людьми будем делать? Если война может быть политически хорошая, ничего страшного. Но если серьезные войны, опять будет появляться у нас давно. Вы знаете, если в стране, я говорю, будьте очень осторожны, если в стране уже мы говорим, 90% трудоиммигранты писать, читать на родном языке не имеют, эта война тогда никогда не закончится, как в Афганистане. Вы говорите о дипломатических, что надо договориться по-дипломатически. Вы же знаете, это не получается. Я вижу ваши шаги. Я ваши шаги вижу, и шаги ваши ряд, которые тоже вам советы дают. Различные группы наши сегодня работают. Я знаю очень много групп, очень многие сторонники ваши. Вас очень многие знают уже. У вас сторонники есть. То, что пришли, я благодарен вам. Надо почаще приходить, я время. Да, наши сторонники гораздо больше просто. Да, я знаю, потому что я посмотрю где-то в день около 600-700 человек уже общаются между собой. Это все я вижу, я слежу за этим делом, и я также не меньше переживаю, как вы. Вы хотите изменения, я это давно хотел. Вы хотели, чтобы я сделал сегодня то, что сегодня, это давно я предложил Таджикистану. Вплоть до того, что поставил монумент трудового мигранта, вот она еще была, работала, мы тогда за мигрантами бегали, делали что-то, что в Таджикистане открыли монумент. Да. Я хочу вас ответить. Да, вот у вас есть 9 человек или 10, да. Я готов приступить к своей деятельности, потому что у вас есть это помочь вам. Я сказал, что таджикское руководство, чтобы люди, которые ко мне пришли, это не враги таджикского народа и не враги господина Рахмонова. Они хотят коренным образом изменить сегодняшнюю систему Таджикистана. Правильно? Вы не враги никого-то, правильно же? Никто из вас не собирается брать автомат, стрелять, там дети Арахмонова или дети Шарипова, там дети 5-6 уже. Нет, вы пришли с болью ко мне, а я к вам отношусь. Поэтому я предлагаю, я здесь писал все, что писал. Я предлагаю, для того, чтобы ускорить наши возможности решение те вопросы, которые сегодня тяжело с Таджикистаном, в частности, каждый из вас сегодня говорит, когда мы домой возвращаемся в конце концов, я готов к тому, что создавайте те группы, которые у вас есть.
группе, которая называем друг друга понимаешь. Мыслящий, говорит, мыслящий, что это хорошо, это плохо. Люди должны понимать, что против нас не направили собственного брата. Поэтому в России, пока мы находимся, если мы создадим объединение всех, название выбирайте, или это Народный фронт, или мы дети твои Таджикистана, или мы за справедливый Таджикистан, или за справедливую жизнь. Если вокруг это будет объединяться, тогда приходит 25 человек, говорит, мы студентская группа, с 20 человек, правильно? Наша группа называется Хайот и Нар, новая жизнь. Правильно? Вы готовы вообще-то объединиться с Да, другими оппозиционерами? Ну, подождите, я вам говорю. Да. Я наоборот к вам иду, и они туда идут. Это я вам даю, что название, когда структура создана, что это есть и есть. Мы, дети твои Таджикистана, примерно. Это за справедливый Таджикистан. Это организация создана благодаря вас, вот вас. 12 человек подписали, что мы создаем объединение. Туда войдет Карамат Шарипов. Пускай не стесняйся, идет Удоджон Италгулов. Пускай не стесняйся, идет господин Умарали Куватов. Если он что, не может других, пускай идет туда господин Зоир, идут господин... Все пускай сюда идут. Пускай идут, ничего страшного в этом. Но обязательно в студенческом кругу вашем, везде рабочим, пишите по 10, 20, 50, 40 человек, что наша группа называется Хайот и Нар. Кем хотите? Выбирайте, не надо там меню сидеть. Протокол, 20 человек, правильно? Собрались, выбрали председателя. Председатель Хайот и Нар, там студентский, Ибрагимов, тоже вошел. Другая группа, так называемый хлебзавод, или как называемый продовольственный база Хлебникова, тоже группа вошли. Войдите правильно сюда, тогда будет бумага на сайте, всех вас увидит. И не надо прячется в каком случае. Не надо прячься. Когда выбрали, съезд назначается, тогда выбирается лидера. Из всех, которые вы написали, лидера, который уже будет говорить и с Рахмоновым, и своим письмом, даже пускай не принимают, и с Путиным, что созрел уже вопрос, надо его решать. Созрел. И сразу прошу вас, передайте ваше руководство. Заканчивайте. Таким, это оскорбление по отношению к президенту. Ничего вам не даст. Лично мне будет звонить, скажет, господин Шарипов, вы проводите совещание, вы проводите заседание, все. Через каждую минуту оскорбляет президент. Не надо его критиковать, как Кого? материться его. Не надо. Зачем? Кого материться? Ну, Рахмона. Вот, Не как надо вы ни в коем говорите, случае. правильным путем надо собраться и все. Нет, вы-то мы сами себя, ну если я буду Рахмонова оскорблять, я сам себя оскорбляю. Нет, ну это Да как пускай он танцует, Зачем? что это мне? лучше, кто оскорбляет, сразу их Нет, заблокировать, результата там просто все не уважают друг друга, всем. Абсолютно, я согласен. За критику Надо YouTube результата посмотреть, ребята, не это даст. YouTube надо убрать все оскорбления. Вот, ну, про оппозицию понятно, да? Вот все лидеры, вот как я понимаю, я сам не лидер, я просто пришел, да, сюда. У всех есть свои вот эти амбиции, да, вот все хотят свои позиции не сдавать вот здесь. Вот смотрите, я не то что с Караматом Баковичем разговариваю, с другими лидерами тоже разговаривал, спрашивал про него, какие планы. Вот у Карамата, например, Баковича, у него позиция такой, что мирным путем. А другие вот лидеры, ну есть, Куватов, скажем, да, я с ним тоже разговариваю, у него он не верит мирным путем, чтобы вот этот режим менялся в лучшую сторону. Мы знаем, это хуже и хуже становится. Вот в чем дело. Я вот поэтому говорю, вот двух оппозиций, да, лидеров, не совпадает вот этот самый взгляды. Вот что для этого делать, чтобы вот совпало вот это? Мы-то знаем, что мирным путем никак не решили этот вопрос. Война, да. Многие из таджиков сегодня говорят, что там такая сильная сварка, так заварили, что система Таджикистана, руководство страны надолго и наперед, они будут находиться у руля. Честно говоря, мне тоже стыдно за последнее назначение Рахмонова многочисленных своих родственников. Это даже Кланов, так сказать. Да, система. Ну, видно, да. Мы почему сегодня говорим, что создание вот этого всеобъединительный союз, он дает нам дальше, потому что Рахмонов сегодня не видит успешные партии. Он не видит партии, которые сегодня может заставить, да, его изменить кадровые политики Таджикистана. Потому что те партии, которые есть, допустим, возьмем господин Кабели. Он действительно бизнесмен, хороший человек, грамотный, файзабадский, соседом нашего района. Но что происходит внутри, эта партия не знает.
Брат Зуирова, да, это может быть называем так, говорит, он больше встречается с узбеками в Узбекистане, чем со мной. Почему-то, не знаю почему-то. Мне тоже интересно. И Рахмону тоже волнует, почему там постоянно в Узбекистане или здесь. Тоже не к нему сказано, но хотелось бы, я уважаю Зуирова, сейчас объединяться вокруг того, что мы сейчас говорим, не вокруг общероссийского общественного движения, где я являюсь председателем. Не надо, потому что другие сюда не придут. Вот когда вот товарищи сейчас выберем мы завтра оргкомитет, и оргкомитет предлагает на съезд, тогда пускай путем с закрытым голосованием поставят всех свои кандидатуры. Полный зал, правильно? Всех лидеров, правильно? В ящик, правильно? И пускай народ, который в зале 500-600 человек, они проголосуют. Если они уйдут после того, что не выиграли, это не страшно. Ну, ушли люди. Зато вы остались. Вы же были, именно идея ваша была, правильно, реализовать, чтобы лидера выбрать. Если выберет лидера Абдулла Аллатова или ОМОНа, почему я должен уйти? Наоборот, буду работать с ним. Его народ выбрал. Или Куватова выбрал. И конкретно, да, через каждые 3 месяца отчет. Лидер не справляется, замена подлежит. Опять проголосовать, потому что реализации нет. Или он приводит такие факты, которые вас устраивают дальше продолжать срок. Правда? В течение 1-2 года там или сопредседателя. Вот это надо ускорить. Я вам по своим опыту говорю. В России то, что вы сейчас вот видите своими глазами, его больше нигде не видите по отношению к таджикской организации. Да нигде вы не видите ни газет, ни журналов, ни беседы, ни телевизоров, ни сайтов, ни его нету. Но мои враги, враги моего народа, создавали Союз молодежи, Союз таджикистанцев, Нури, Сомони, Саманидов, но нигде не писали слово таджик. Все организации заделали, таджик не надо писать. Мы Саманиды. Ты что, Саманидов в глаза видел, что ли? Ты никогда не видел. Кто написал Нур? Почему Нур? А таджик что не хочет писать? Вот газета «Голос таджикистанцев», таджик. Тадж-мигрант, таджик. Тоджик диаспор, тоджик. Говорю, не надо этого делать. Это были тогда сказано господин Бурик Кариф мне даже. Это в 2001 году. Почему вы назвали организацию тоджик диаспор? Я же таджик, я не курд, я не узбек, я не лакай же. За это будет проблема, потому что у наши таджики продают наркотиков в России. И ушли. Что с ним, пускай куда хотят. Но мы-то остались, мы-то выиграли. Мы все практически то, что была позиция наша, выиграли и решили. Мы сейчас находимся на самом высоком плане. И дальше будем двигаться, благодаря вас двигаться. Это дано нам необходимо в будущем радио своем, чтобы наше было телевидение. Потом постоянно рабочие места, то без информационного направления мы ничего не выиграем. Так, дело, да, вот последний вопрос, может потом ребят задают. Просто мы молодежь, вот молодежь Таджикистана, да, я граждан Таджикистана, лично я сам еще не хочу ждать 5 лет или 10 или 20 или 30 лет. Вот поэтому, как бы, пока мы, как вы говорите, собираемся, кого-то выбираем, кто умеет разговаривать, их они потом по одному половят, сажают, потом некому будет говорить. Мы хотим уже вот насыпанные вот обещаниями, да, уже быстро и четко идти и как-то решить эту проблему, вот этот несчастье, вот этот таджикский народ. У вас есть программа, которая за один месяц решается. Я поддерживаю тебя. Можно я скажу молодому человеку? Политика – это профессия. Вы, в конце концов, столкнетесь с людьми, как с профессионалами, в которых вкладывают большие деньги, да? Интересы. Кто-то захочет другой быть царем, в него вложат деньги кто-то, который интересы потом он учтет. И просто вашими руками что-то сделает. Абсолютно, журналистка правильно все. говорит, абсолютно. Это так делает, это профессионалы. Революция – это профессия. Политика – это профессия. Просто вы даже не заметите, какой человек к вам вклинится, и вас всех не будет. А он будет... Мы говорим, сегодня пока не поздно, надо идти, то, что я вам сегодня предложил. Объединение самого в России, то, что мы сейчас вам предлагаем, вокруг вас, туда все должны войти, чтобы не было амбиции, что я там, я туда тоже войду первый. Пускай все войдут. И мы готовы в любое время руководить, который ваш туда на пресс-конференцию. Пути выхода есть. Ближайший максимум месяц-полтора съезд. Вы решайте эту неделю. Я съезд начинаю говорить, что господа, руководство Москва, пишу от организации общественного движения, что предоставит нам помещение проведения съезда, где будут делегаты того-то, правильно, оргкомитет готов. Но вам дадут по помещению, проводите свой съезд, у вас уже лидеры будут. Если лидеры будут, нам стоит уже анализировать полную ситуацию таджиков в России. Какое количество женщин, сколько количество, значит, дети еще беспризорных, дети нешкольного возраста, сколько у нас, получается, здесь находятся именно люди, которые сегодня уже завербованы в различных исламских называемых течениях, ваххабитами, салафия,
Мы должны говорить, съезды все это полностью говорит же. В таком положении. И поставить вопрос перед государством России и Таджикистаном. Если это молодежь, которая сегодня к нам пришли, мы с ними не будем идти вместе, то они окажутся среди ваххабистов. Если среди ваххабистов, то они будут у вас дома находиться. А вы их будете арестовать, и арестуйте 2 виновного и 4 невиновного. 2 виновных, 4. Придет мимо и скажет: а, таджик, ты там был, это 2 мальчиков не виноват. Тот же в тюрьму попадет. Зачем такие вещи делать? Нельзя такого допускать. Поэтому сегодня я говорю, вот это общероссийское движение, которое находится 160 тысяч членов. У них семьи и дети. Я их на фронт не беру с собой. Я здесь не великолепный век, не создаю кинофильм. Всех на войну захватить и иметь там называемый гарем большего. Нет, здесь люди. Они хотят жить, мечтают о будущем. Это трудовой мигрант. Он устал от собственных руководителей, устал от таких, как мы, лидеров. Лидеры определяют съезд, должны сюда войти. Они должны войти должны сюда. Все лидеры, которые есть в регионах, войти сюда, если он лидер. Вот тогда вы лично будете выезжать по регионам, говорит: Ибрагим или Абдулла, ты директор или в фирме там, или диаспора Омского, будь добры, войди сюда, не хочешь, не дайте ему дорогу, путь для того, чтобы он развивал и уничтожал таджикской нации. Благодаря таджикам он стал миллионером. Он должен тогда войти в этот состав. Каждый из лидеров, он занят своим каким-то делом. Пусть это вам кажется, допустим, небольшим участком работы, но это конкретное дело, которое приносит положительные плоды. И каждый останется на своем месте. У вас своя задача. И, конечно, они будут вашими сторонниками, союзниками, но дипломатия – это профессия, политика – это профессия, и вам надо приобрести какие-то профессиональные навыки. Это не значит, что надо пойти учиться, иногда жизненный опыт дает эти навыки, но опыт можно брать от старших товарищей, да, где-то, может быть, там... Практически никого нет сегодня с молодежью работы. Сегодня государство Таджикистан, посольство, с ним не работает. Это упущение. Это называется у нас система гнилая Таджикистан, надо с ним работать. Что он хочет? Он спрашивает: господин посол, господин консул, сколько еще будет твориться эта миграция? Он же должен ему ответить посол. Вот они сейчас думают, что будет с нашими внуками и детьми в будущем. Пришли сюда. А я не имею права отвернуться. Единую группу создать нельзя. Сначала для лидеров, потом общество соберет. Просто все лидеры, как бы, один в Москве, один там. Единую, если я вам говорю, если мы создали... Соберется, вот хорошо, вам сейчас спросят ваши лидеры. Сейчас вас спросят ваши лидеры, что происходило там. Вы скажете в 2 словах. Действительно, он требует к тому, чтобы объединиться вокруг вновь созданных объединений. Всем, не за пашками. А лидеры определяют в течение 1 месяца уже съезд. Мне надо уже писать бумагу съезд. Да, мы создадим эту группу. Общество видит, что все лидеры тут находятся, все соберутся. Это просто да. Один критикует оттуда, а другой отсюда. Например, сейчас название единый, например, партия название делаем, да, например, я сторонник Куватов. Новый Таджикистан, войдете в состав? Войдем в состав, да. Ватандор то же самое, все вместе. Вот именно вот этого, когда конкретно, когда мы будем решать. Мы войдем первыми. Мы войдем первыми. И за ним пускай все идут. Мы войдем к вам. Джидомекна безермеша, единый, за справедливость. Нет, все, нет, единая нет. группа. Сторонник, им уже нет. Ты его не понял просто. Он говорит: свой единый вот это откройте, потом пусть другие лидеры туда пусть войдут. Пусть Карумат там это самое, все туда войдут, пусть входят, говорит. Одного выберите руководителя, товарища выберите. Эта группа создает объяснение. Что-то создано все, проходила поддержку. Первая поддержка наша к вам идет общественное движение. Пускай за нами идет Куватов, идет кто хочет, как кто должен. И когда все вошли, и сразу собираются в следующую субботу заседание, назначение проведения съезда. Все. Просто надо показать наш туризм, надо показать нашу культуру и одновременно нашу политику внешнего. Надо дать сигнал, что уважаемый Рахмон, уважаемое окружение, мы к вам все хорошо, как президент. Но есть сила за пределом страны, которая готова предпринимать к тому, что завтра, послезавтра участие в тех выборах в демократическом Таджикистане. Вот. Да, Вот так. Они знаешь сейчас что делают? Сейчас собирается Карамат Шарипов, сейчас собирается Юхубали, сейчас начинают оскорблять. Сейчас все будет в адрес Рахмонова сказано, потом все милиции бросаем на суда, начинаем говорить там. Нет. Этого не было, совсем по-другому дело. Они потом говорят: а кого-то попробуй потрогать в Таджикистане. Шарипов уже дал указание.
Если хоть кого-то трогает, если он воровал, то пускай он закрывает. Если говорит, ты там принимал участие, он должен говорить полностью. Я знаю, как таджики дают показания в судах. 3 удара, он родные матери продает. Чем мне говорить? Но я буду настаивать на сильных людей, что они благодарю